На своем избирательном участке мы со всей семьей, с детьми, с внуками пришли, проголосовали и поддержали на народном голосовании нашу Конституцию, Конституцию Российской Федерации, где внесены определенные дополнения, поправки. И я должен сегодня подчеркнуть, что это очень такой ответственный момент, как и человек, страна тоже имеет определенные свои развития, свои истории, определенные ответственные моменты, и такой момент сегодня наступил. Конституция – это тот основной закон, на котором мы, опираясь, живем и развиваемся. Насколько эта Конституция эффективна, насколько эта Конституция учитывает все наши чаяния, тем она является важным, поддерживающим нашу жизнь. Я хотел бы очень коротко обратить на то, что сегодня эта Конституция, с учетом нашего развития, стремительного развития и в мире, в нашей стране последние десятилетия, вносит определенные коррективы, чтобы не опоздать от темпа развития жизни. И здесь заложено самое главное, не декларации, как раньше говорили в Конституции, что наше государство социальное, а именно конкретные меры, гарантии, которые прежде всего в социальном плане заложены. Во-вторых, сегодня я импонирую тому, что ветви власти будет нести ответственность на равных. А если раньше исполнительная власть брала на себя больше ответственности, то сегодня министры и так далее уже будут отчитываться. Ветви власти будут друг другу тоже представлять определенные требования. Все это заложено. На международном уровне усилена все-таки позиция России, суверенитет России, в связи с теми требованиями, которые поставлены в нашей Конституции в новом проекте, где международные нормативы, которые принимаются, если они противоречат, скажем, Конституции Российской Федерации, то они на территории России не работают. Сегодня есть определенные вопросы, которые вызвали дискуссию, о чем я тоже своему народу объяснял. Здесь заложен механизм, все-таки, кто является государствообразующим народом. Мы должны этот исторический факт подтвердить, что все-таки Россия, она образовалась вокруг русского народа. Русский народ создавал это государство, потом расширялось. Поэтому этот момент зафиксирован, и не более. И не надо путать это с вопросом языков, потому что по языкам есть другие статьи, которые гарантируют равноправность языков на всей территории России. Далее есть вопрос о обнулении сроков президента действующего. Здесь тоже не надо обострять и как-то руководствоваться эмоциями, потому что речь идет о том, что мы просто этому обнулению даем право, возможность действующему президенту участвовать на выборах или не участвовать. Потому что если бы он хотел сам в свое время, если поставил бы перед собой идти на выборы третий срок, то он бы автоматически решил этот вопрос, или приняты были другие законы, но он это не сделал. Он абсолютно правильно действует. Поэтому мы просто даем сегодня возможность, если пожелает, он будет право участвовать, или народ пожелает к этому. Вот такой люфт мы оставили. Все остальное направлено на поддержку жителей Российской Федерации. И об этом люди прекрасно знают. Поэтому я прошу эту Конституцию поддержать. И тем более Республика Якутия, она была в составе российского государства. Мы все понимаем, если мы будем иметь возможность развиваться, будем иметь Россию сильной, то и Якутия будет сильной. Другого варианта нет. Поэтому сегодня надо идти смело голосовать за поправку Конституции.